Всем привет, друзья! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем! Сегодня, как говорится, небольшой праздник, первый Спас, медовый Спас. И Маша решила пожарить блины и с чаем, с медом, с блинами сели за стол и угощаемся этими блинами, очень вкусно. На улице сегодня немножко такая прохладненькая погода, дожди идут. Ну, дождя какого нету, но такой сумрачная погода. И каждый день еще, наверное, почти дожди были, да, ведь? Вот. И сегодня Маша дома, ну, по дому возится, хозяйничает. Вот. И всех православных поздравляем с этим праздником, с медовым Спасом. Желаем хорошей жизни, сладкой жизни. Пускай будет вот как мед сладкий, первый урожай меда, также и жизнь будет сладкой. И еще сегодня у православных отмечают день образа Спасителя, день животворящего креста и день Владимирской иконы Божией Матери. Вот. С чем всех православных поздравляем с Машей. Маша, попробуем-ка блины. Маша пожарила блины. Я уже по традиции, Маша меня угостит блинами, конечно. С медом. Ой, мед-то какой ароматный. Мед у нас, друзья, от наших друзей. С юга Алексей. А сама Маша не попробуешь? Ой, так, блины такие нежные. Блины такие нежные у Маши, потому что она делает по ее маминому, моей тещиному рецепту. Блины получаются очень вкусные и нежные. Ну, мед ароматный такой, да? Настоящий мед ни с чем не перепутаешь. Это не магазинский мед. Это действительно настоящий мед, который прислали нам с юга России. Вот. Ну а у нас что? Все по-старому. Дела идут. На огороде все так потихоньку растет, хотя уже приближается осень. Ну, на севере у нас и после 2 августа уже осень. Действительно, жары, даже если солнечная погода, то жары уже не будет, просто будет тепло. Приятное тепло будет. Что у Маши, что у тебя там на теплице в этом году? Дыня у меня растет. Много дыни там. Много. Наверное, где-то 8, может больше даже. 8 штук дынь. В прошлом году вот 2 штуки заносила. А в этом году, если вырастет, конечно, побольше будет. Да. И небольшой сюжет с этими дынями вот как раз поставим. Ну и теплицу нашу еще покажем. Посмотрите, а потом дальше продолжим наше чаепитие. Вышла сегодня во двор. Чеснок надо убрать. Вот. А сейчас покажу в теплице дыню. У меня там дыня растет. И сейчас покажу. Вон, видно, одна дыня, рядышком вторая, а третья там сгнила уже, смотрю. Вот, вон еще там видно 4-я растет. Так, дальше показываю здесь. Вон, тоже 2 дыни видны. Так, здесь растет тоже. А это у меня перец. Здесь перец растет. Так, дальше. Вот еще одна. Вон еще одна дыня.
Мгм. И здесь дыня. Так что в этом году у меня, если все вырастет, очень много дыни будет. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 штук. Ну, если все, конечно, вырастет, очень много дыни будет. Но я дыни люблю, чем арбузы. Люблю дыни. Так, перец еще маленький растет. Ну и здесь, в этой теплице, еще у меня помидоры. Это черри, карамель. Ну, я не помню, как. И карамельные, наверное. Сорт карамельный. Вот. Ну, вот так. А в теплице сейчас покажу. Вон, помидорчики краснеют. Вон видны помидорчики. Вот. Куст такой. Маленький куст цыпленок, ведь, да? Говорила я вам. А это черная кровь. У меня здесь помидоры чернеют. Вчера я пробовала один помидор, но мне по вкусу не очень. Может, кому-то и понравится, но мне не очень. Такой вкус немного как будто горчит. Внутри помидор розовенький такой. Немного как бы горечь в этом помидоре. Я не знаю, кому как, но мне не очень понравился вкус этих помидоров, конечно. Вот. А то, что мне очень понравились, вот цыпленок. Очень такой вкусные помидоры. Надо бы вот семена сделать на следующий год, чтобы посадить вот эти помидоры. Они очень много их, вон на ветках висит очень много помидоров. Прямо кучками такими, как виноградные гроздья. Вот. И куст не очень высокий. Вот. И помидоры очень вкусные. Мне это очень понравилось. Вот. Здесь потом у меня краснеют черри помидоры. Сверху вот все зеленое, а снизу вон начали краснеть помидоры. Может, яблоки. От яблока. Яблоко что-то делает такое, что вот все краснеет. Вот. Ну, огурцы у меня. Сегодня я собирала огурцы. Полное ведро. Вот. И здесь потом остались мелкие огурчики. Но это все еще у нас растет. Вот. Ну и здесь покажу вот груша, помидоры. Не знаю, как груша. Груша, помидоры, сорт груша. Вот. Их тоже очень много. Только нужно, чтобы эти помидоры у меня краснели. Ну и побрызгала вот борной кислотой. И тоже вот сверху помидорчики вон появились. Хотя там у меня были только цветочки. Вот, значит, борная кислота помогает. Но по второму разу я не побрызгала, только побрызгала один раз. Вот. А это сибирская, скороспелая тоже помидоры. Это в прошлом году я сажала на огороде вот эти помидоры. На огороде вроде бы побольше было. Вот. А здесь урожай поменьше. Вот. Здесь они вон как выросли высоко, а там у меня такие маленькие были кусты. Кусты были очень маленькие, и помидоров было очень много. Чем меньше, наверное, ухаживаешь, чем больше помидоров собираешь. Это получается так у меня. А когда ухаживаешь, наверное, наоборот получается. Вот. Ну, я, конечно, довольна тоже своим урожаем. Ну, вот только надо, чтобы, конечно, помидоры спелые были. Есть один способ
Вот, надо вот попробовать. Если получится, то я вам покажу потом, чем надо поливать. Ну, все, пошла убирать чеснок потом. Как птенчик, друзья, кушаю. Ну, надеюсь, посмотрели. Вот что у Маши творится в теплице. Дынь действительно много, но они маленькие, конечно. Прошлый год две дыни было, да? Угу. Где-то размер с голову маленького ребенка, да? И они такие сладкие были. Пускай вот маленькие, но они очень сладкие были. Очень-очень сладкие. И нам понравилось. В этот год Маша побольше решила посадить. Еще что у нас? Еще у нас убрали, что убрали? Убрали лук. Убрали лук. Я там немножко сам поснимал, сам болтал. Но какой лук и какой получился у нас лук в этом году, урожай такой. Тоже посмотрите, тоже небольшой сюжетик, как говорится. А мы дальше чаевничать. Еще сейчас блины будем кушать. Маша, ну у нас уже, если что, у нас уже вечер такой. Ну как вечер? Где-то часов, наверное, 5, да, Маша? Да. 5 часов где-то. Вот, вечер такой. Сегодня день прекрасный. Сейчас уже под вечер такой ветерок немножко такой прохладненький такой. Дует ветерок немного, ну, небольшой. Маша вышла, собралась, да. Целый день собралась лук убрать, чеснок. И вот уже под вечер только вырвалась, как говорится, на свободу. У нас в гостях дочка с нашим внуком. Они приехали. Тоже вышли на прогулку где-то там, коляска у внука. Он заснул, мы прогулялись до Нившеры, сходили к Машиной маме, то есть уже прабабушке, получается, девушки. И пришли, и он заснул по дороге. С Настей вместе ездили. Много у нас сейчас снимать не получается, но Маша как раз вышла лук убрать, да. Поснимаю хоть немножко. Давай, Маша. Всем привет, Маша. Всем привет. Убираем лук, вот собирает зеленый лук, чтобы заморозить или засолить, или что-то Маша придумает там. Скорее всего, большинство, наверное, заморозим, да ведь? Ну да. Заморозим. Вот. У нас лука, как обычно, многие говорят, почему у вас так мало лука. Ну, во-первых, вот прошлый год он весь, наверное, изгнил, да ведь? В прошлом году немного было. А, был лук, В да? прошлом, позапрошлом ничего не было. А, я уже запутался. Значит, позапрошлом вот году тоже лук овощи сажали, занимались, и вроде как много Маша, а в этом году не стала заморачиваться. Так, на угощение себе. Посадили, каким будет, таким будет. Это красный, весь красный лук, да? Да. Красный лук такой. Ну, я смотрю, не крупный лук, да? Да. А теща показала, да, нормальные размеры. Да. Я у Лидии Кузьминичны спросил, я говорю, какой лук примерный? Он такой показала в размером картошку большую. На ночь не будем на улице оставлять, да ведь? Угу. И сразу туда, в это самое, Больница. в предбанник. У нас там сухое место на полу. Разложим пленочку, клееночку, и туда, и там, в темном месте, сухом месте, двери откроем, и там сквозняк такой, и быстренько это все высушится. Давайте начнем. Кукуруза, наверное, еще так в этом году не придется угоститься, потому что початки появились, но видишь, холодно уже. Все, у нас уже в августе считается осень. Мало тепла уже дается, а кукурузе надо тепло. И еще 2 куста такие, они сломались от ветра почему-то. Ни разу такого, Маша, не было, да ведь? Почему так? Надо будет палку да привязать. Может, даст еще, успеет еще что-нибудь даст. А почему ты выбрала красный лук, Маша? Половина красного, половина. А, половина такого, да? Да. А, ну, понятно. Вот такие луковицы.
красного лука, да, красного лука. Средних размеров, так сказать. И главное, абы сүйеч милей, а то ну кадырти стади кутан кырны, да отти сиш мод, сиш коймет, сиш. Ну, по-русски был Маша лучше, конечно. Ну, перевожу. Когда с червяками, то это каждая луковица, почти можно сказать, червяк это уже залез уже туда, там уже это Червивые. высовываются червяки. Я сейчас смотрю, да. Кисенькие, да? Да, да. Ну и хорошо. Ну вот немножко этот белый лук поснимаю. Во. Таких же среднего размера. Вот этот тазик наполнен. Примерно столько урожая. Ну, немного, но нам хватает. Угоститься, вернее. На зиму, конечно, это не хватит. И заготовки сделать, наверное, хватит все это. На икру много уходит лука. Для салатов много тоже уходит. Вот. На кабачковую икру много уходит. У тебя еще есть, да? Ну, второй таз вроде как там наполняет. Продолжаем разговор. Ну, видели, урожай лука скромненький, но для нас вполне достаточно. Главное, чтобы хватало, а не чтобы много было. Для нас хватит, а остальное докупим уже потом в течение года. Ну и еще какой урожай у нас убран? Урожай чеснока. Предлагаю тоже это посмотреть. Маша вот поснимала там чеснок. Какой получился чеснок в этом году? Сразу скажу, что чуть-чуть похуже, чем прошлые года даже. Не прошлые годы именно, а прошлые года. Потому что последние годы всегда чеснок был хорошим. Этот год посмотрите сами. посмотрим, какой урожай. Ну вот. Такой средненький размер. Не очень крупный. Мелкий. Сегодня очень ветрено. И дождик был сегодня. Вот такой урожай, средненький такой, не очень крупный. Буду завязывать потом и в предбаннике буду вешать. Стрелки вроде как убирала, но у меня оставалось еще раз, два, три, четыре. Осталось еще много стрелок, оказывается. Так, плохо, значит, я убрала эти стрелки. Вот, лишнее много еще осталось. Ну, вон стрелки, как видите, стоят. Как раз стрелочка стоит, уже можно копать чеснок. Ну и здесь тоже, хотя и осталась тоже вон одна, которую не нашла, спряталась. Вот. Уже даже распустились даже уже вон семена. Значит, чеснок можно уже убирать. Но у меня в этом году чеснок мелкий почему-то. Вот. Все время еще такой крупненький был, а в этом году поменьше стало. Размер маленький. Ну, можно сказать, средний такой. Он такой средненький. Не очень крупный чеснок. Ну, вот так и сейчас это все уберем. Ну, это потом я завязываю. И потом буду повешу предбанник. Вот так. Вот такой пучок.
средний, говорю я. Но здесь вообще мелкая. Вон какая мелкая. Каждый год еще чеснок был крупный. Виталий у Сергея, брат, спрашивал, чем ты поливаешь. Я сказала, что ничем не поливаю, водой только. Вот. И у тебя бы такая крупная. Ну, зато сейчас не крупная, мелкая стала. Вот. Не знаю, это, конечно, из-за чего зависит. Ну ничего. И это сойдет. Главное, что есть. Что выросла. Одна вот покрупнее. Здесь еще вторая покрупнее. Ну вот. Последние. Все. Чеснок выкопала полностью. Пусть потом до сентября у меня здесь будут сохнуть. Днем потом дверь открываю, и оно здесь потом сохнет. А здесь у меня на грядке зимний лук. Зимний лук 3 сорта. Покажу. Вот такие плоские листья. Это тоже лук такой. Мне вот очень нравится такой лук, как трава, да? Растет такая плоская, не знаю, как сорт это называется. Потом такой лук. Ну, он быстро твердеет, и здесь появляются семена. Вот такие семена наверху я поотрывала. Вот здесь было. Вот. Это готовые семена. Эти семена уже можно сажать, наверное, в землю. И вырастет зимний лук. А самый хороший получается вот этот, который плоские листьями. И еще вот такой зимний лук. Вот где можно кушать. Он мягкий тоже так же. Долго сохраняется. Вот. Что этот плоский и вот что этот лук. Самые хорошие сорта. А этот хочу вот тоже полностью убрать. Этот мне лук тоже не нравится. Это сегодня я выкопаю тоже и выброшу. Вон они как твердые, как деревья. Это на салат очень вкусно. И сам очень лук не горький такой. Можно просто так вот кушать. Ну и салаты тоже. Не знаю даже, кто мне это дал, у кого я это брала даже. Даже не помню. Вот. А это у дочки принесла. У нас, когда я жила у мамы, вот такой тоже зеленый лук был такого сорта. Потому что это можно долго употреблять. И мягкий такой же. Хорошо, что успела сегодня выкопать, потому что небо тоже вон тучами. Вон даже могу показать. Радуга вышла. Вон какая радуга вышла. Да. Может опять ливанет. Дождик пойдет. Потому что тучка там идет такая, темная тучка. Вот. И солнышко, и радуга. А, еще хочу показать кабачки у Раисы Ивановны. Вот такие круглые кабачки в этом году она посадила. Такой сорт. Вон какой круглый. Как тыква. Угу. У меня тоже немножко кабачки появились. Думала, что у меня вообще уже не будет. Это вот не заглядываю. Оказывается, немножко-то и появилось. Салаты еще будем делать из кабачков. Морковка, свекла растут. Свеклы в этом году много посадили. Вон грядка полная.
И вон еще 1,5 грядки. Ну все, захожу домой. Ну что, друзья, напились мы чая этого с медом и наелись блинов. Ой, как же вкусно, Маша. Спасибо большое тебе за блины. За нежные, вкусные блины. И за мед спасибо нашим друзьям из юга. Большое-большое спасибо. Все показали, что у нас, да? Ну, такое видео сегодня. Кусочками, что могли, то и показываем. Ну и в заключении хотим сказать. Сейчас очень много наблюдается, тренд такой пошел, что не ютубер выходит с экстренным объявление всем зрителям, еще больше выкладывать видео мы не будем на ютубе, переходите на Дзен и все такое. Друзья, мы тоже решили оставить ссылку на наш Дзен канал, на наши соцсети, ВК, Одноклассники, ну самое главное Дзен. Но ни в коем случае не говорим, что на YouTube видео не будем выкладывать. Пускай без монетизации, пускай так. Но все равно же это видео отснято и тоже будет выкладываться и на YouTube. Смотрите где угодно нас. Смотрите, как вам удобно. Удобно вам смотреть на YouTube? Смотрите на YouTube. Удобно смотреть на Дзене? Смотрите на Дзене. Удобно в Одноклассниках или ВКонтакте? Пожалуйста, там смотрите. Телеграм пока еще у меня не заполнен, но можете, когда будет этот канал уже заполнен, смотрите там тоже. Все ссылочки будут в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Хочу сказать лишь одно, то что если хотите нас поддержать именно в плане там финансово, что ли, можете посмотреть на Дзене, там хоть какая-то копеечка пойдет нам. Ну, за просмотры. Вот. Всего и того. Это дело сугубо индивидуальное. Смотрите, все равно же видео будет отснято. И если выложим на Дзен, значит будем выкладывать на YouTube. Куда этот видео выбрасывать, что ли? Нет, будет нашим зрителям все равно на YouTube. Вот такие планы у нас пока. А там потом времена могут поменяться, и все нормально будет, и YouTube восстановится. Потому что две причины. Сейчас с ютубом проблемы у всех с этой загрузкой, очень долго грузится видео, многим не показывает этот YouTube вообще, многие не могут смотреть просто, и решение проблемы Дзен. Ну и иностранным зрителям, которые меня очень хорошо знают, нас с Машей, есть такие наши земляки, которые за границей, можете написать мне на почту, если хотите помочь с AdSense. Возможность у вас есть, если поможете создать иностранный AdSense, то я буду очень благодарен. Вот такое у меня просьба к иностранным зрителям. Ну что, на этом наболтались и наелись. Маша все время молчала, потому что она на видео много говорила, ну давайте. Вот. Я сегодня вот здесь тоже высказался. Все, всем пока, друзья. Желаем вам добрых рассветов. Встречайте рассветы. И пускай они всегда приносят только радостные вести. И сладкие, как мед. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале.